Коми активный период ледообразования. По всей республике в связи с этим сотрудниками ГИМС и МЧС проводятся плановые рейды. Важно, чтобы никто из людей не провалился под лед. Прецеденты уже есть. Несколько человек с начала ноября были спасены сотрудниками. Обошлось без жертв, но все могло быть иначе. Евгений Кладкевич о том, почему важно не пренебрегать правилами безопасности. Озеро Выльты в районе поселка Выльты-Дор – излюбленное место для зимней рыбалки. С наступлением холодов здесь то и дело появляются новые стоянки любителей подледного лова. Только вот чаще всего на рыбную охоту выходят они слишком рано, когда лед еще не окреп. В итоге провал в ледяную воду и надежда, что все-таки удастся выбраться на берег. Гидро-термо-спасательный костюм для спасения в зимний период на льду, на воде. Именно он используется, да, в таких вот случаях, когда люди проваливаются под лед? Да, совершенно верно. Очень хороший, практичный, теплый, что очень важно. И не пропускает воду, если как вот видно, у меня тут простая одежда под ним. Плановый рейд. Группа спасателей отрабатывает оказание помощи на зимней воде. В оранжевых костюмах и с надувной лодкой они воссоздают наиболее частый случай спасения. Человек переходит ледовое покрывало. Пара шагов – резкий провал. Группа, получив сигнал, оперативно отправляется на помощь. Лодка останавливается за пару метров от пострадавшего. Ближе нельзя. Есть риск провалиться следом. Сотрудники бросают человеку веревку и постепенно достают измученного из воды. Тонкий лед очень опасен, особенно в перестановлении льда. В местах, где кустарники, где трава, где сточные воды, где ручьи, там в тех местах, соответственно, лед опаснее. Это учение, а потому человеку ничего не грозит. Его вовремя достают из воды. Но часто рядом с провалившимся в воду никого. Действовать приходится самостоятельно. Без паники. Потому что человек паникует, начинает делать ошибки и уходит под лед. Если он трезвый, пьяный, конечно, он больше бывает спазмы у людей. А трезвый человек, если есть подручные средства, так же, как говорили, пустые бутылки, даже одежда может как поплавок действовать. Выбираться нужно спиной, не вперед грудью, а спиной вылазить и выходить. В этом году с начала ноября из воды вытащены уже 5 человек. Среди них мужчина из Ижемского района и молодая девушка из Сыктывкара. Температура воздуха пока скачет, то минус, то плюс, говорят спасатели. От этого лед слишком тонкий, да и образуется он еще только на озерах. Шагать по нему крайне опасно. Что же касается рек, то на большинстве из них пока шуга. Однако переправы для жителей действуют. Так из Алешина в Сеткыркич в минувшую неделю для перевозок были выведены судна на воздушных подушках. Пока не образуется крепкий лед. Это единственный безопасный способ перебраться с одного берега на другой. Работают такие ласточки ежедневно и бесплатно. Евгений Кладкевич, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.